Самым популярным местом в Якутии для селфи этим летом стало поле подсолнухов в Хангаласском улусе. Все же цель их выращивания не декоративная. Ульяна Шагина пообщалась с учеными из Института естественных наук. Подсолнухи – это дети солнца. Эти красивые растения тянутся к теплу и солнцу. Тем не менее, оказывается, и в нашем суровом крае можно посадить вот такую вот красоту. Это место сегодня знакомо многим горожанам. Страницы социальных сетей сегодня пестрят красивыми фотографиями из подсолнечного поля. Здесь в день бывает около где-то 10 машин, когда мы даже во время этой работы. Они, конечно, вытаптываются, да, вот подсолнечники, там наши растения. Конечно, мы ничего не говорим, просто там предупреждаем, чтобы закрыли изгороди, да, за собой закрывали. Помимо подсолнухов, здесь же растут и другие кормовые культуры. Овес, проса, амаран, суданская трава, горох и кукуруза. А также ряд кормовых корнеплодов – турнепс, брюква и свекла. Всего около 20 различных видов. Посадкой и изучением пробных семян ученые занимаются с 2009 года. И сегодня уже можно говорить о видимых результатах. Высота высеянной кукурузы, который был посеян 1 июня, данное время достигает до 2,5 метра. Изучаем биометрические измерения, фенологические наблюдения, густоту стояния растений. Изучаем химический состав, питательную ценность и переводим на экономическую эффективность. Второй год подряд ученые занимаются смешиванием кормовых культур. Высаженные на одном поле овес и кукуруза обогащают почву. Работают только вручную. С сентября начинаются уборочные работы. Весь корм уйдет на заготовку силоса для фермерских хозяйств. Это очень трудоемкая работа. Мы здесь все засеяли вручную. Все здесь делается, у нас 8 всего сотрудников. И все мы сами высеваем, и прополка делается. Все это вручную. По словам ученых, итогом этих трудов должен стать переход крупного рогатого скота на сбалансированное питание. Удой молока повысится от 1,5 до 4 тысяч тонн в год. Улучшится и общее физическое состояние буренок. Активная работа ведется и с фермерскими хозяйствами Якутии. Сегодня опыт ученых института по выращиванию зеленых культур внедряют в Сунтарском, Амгинском, Хангаласском и Усть-Алданском районах. Ульяна Шагина, Григорий Охлопков, Якутск.